В Ижме официально открыли лыжный сезон. Уже по традиции первым стартом стало первенство района на призы четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной. Причем состязания проходили в селе Мохча, где и родилась именитая лыжница. В первый день ребята разных возрастных групп бежали свободным стилем, второй день классикой. Виктор Прокушев тоже встал на лыжню. Ижемского первенства с каждым годом становится все больше. В этом году на Мохчинскую лыжню съехались 130 ребят из разных деревень. Мария Ануфриева из поселка Шильяюр в прошлом году заняла здесь первое место. В этот раз, признается, тоже мечтает попасть на пьедестал. Я рассчитываю, конечно, попасть в тройку. Каждый спортсмен, конечно же, хочет быть первым. Не знаю, у меня не все получилось сегодня на трассе. Хотя бы, чтобы в тройку попала. Пока что мои планы. Елена Махнач из села Нешабош первая ушла на трассу. Мороз, минус 17, ветер. Все это сильно усложняло бег. Так что финиш дался спортсменке довольно тяжело. Чего сегодня зазащикать? Навстречу ветру тяжело бежать, да и первой стартовать всегда сложно. Лыжня, конечно, нормальная, но погода могла быть и лучше. Бежать тяжеловато. Юных спортсменов настраивала на старт сама Раиса Сметанина. Она вспоминает, ее лыжное детство проходило, конечно, не на этой самой лыжне, но совсем неподалеку. Причем тренировок как таковых у будущей олимпийской чемпионки не было вообще. Тренировка Таких тренировок у нас в те годы не было. Сами выходили на лыжню с братьями, с одноклассницами. Иногда одни, иногда со школьной учительницей. Звали ее Тамара Власова. Она очень активно с нами работала на улице. Не заставляла, конечно, но приобщала к лыжам. У меня старшие братья занимались лыжами, и я, по их примеру, старалась не отставать. Начальник местного отдела физкультуры заявил, лыжный спорт в приоритете для Ижмы. Ни одни соревнования не собирают столько участников. Но больше удивили другие слова чиновника в поэтическом стиле. Игорь Колесов посвятил первенству стихи. Межфердов норвежец, по тундре Суоми и коми-охотник по парме седой ходили на лямпах холодной зимою и в темную ночь под полярной звездой. Рассыпалось небо искрящимся снегом, и сотни атлетов стоят на лыжне, чтоб через мгновение помчаться, как предки, по сине-зеленой бескрайней тайге. По итогам этих соревнований в районе сформируют команду, которая представит муниципалитет на первенстве коми на призы Париловых. Кстати, один из ижемских воспитанников, Ермил Вокаев, уже показал свое мастерство на международном уровне. На универсиаде в итальянском Трентино он завоевал для России золото. Виктор Прокушев, Людмила Чудова, Анатолий Канев, телеканал Юрган, Ижемский район.